Были только синяки и все. Это можно пережить. Именно благодаря этим синякам, физической форме и целеустремленности на счету у Рукет Куштовой десятки наград. Благодарственное письмо от министра как поддержка и мотивация для юной спортсменки. Сложно представить, что эта хрупкая леди, боксер, кандидат в мастера спорта, призер всероссийских соревнований по кикбоксингу. А совсем недавно Рукет завоевала бронзовую медаль на летней спартакиаде учащихся России. Самые запоминающие соревнования и это именно спартакиада, потому что там я провела 2 боя. Получила кандидата в мастера спорта. Мотивирует меня в первую очередь мой отец, а потом тренер. Если бы не поддержка тренера, я бы не смогла бы добиться таких целей. Именно он меня мотивирует, поддерживает. Перед боем мне всегда говорит: Рукет, ты самая лучшая, ты самая сильная, ты должна меня выиграть. Даже после поражения он меня всегда поддерживает. Ну, иногда, конечно же, ругает, это как обычно. Бой Фатимы Куштовой прошел в городе Раменское в Московской области. Этот турнир стал своего рода путевкой на такие всероссийские соревнования, как финалы первенства страны, спартакиады учащихся и чемпионаты России. 3 раунда по 3 минуты, четкая техника, уверенность в себе и, как итог, единогласное решение судей. Это первое большое достижение для женского бокса не только для нашего региона, но и для Хабаровского края. Учитывая специфику региона и ментальность, конечно, чуть-чуть странно даже понимать, что у нас есть спортсменка такого уровня, именно победительница Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниорок до 18 лет, бронзовый призер 9-й летней спартакиады. Это серьезный результат. Будем наблюдать, будем помогать и будем поддерживать таких спортсменов, и тем более учитывая, что такой спортсмен у нас единственный и в таком тяжелом контактном виде спорта, как бокс. Девочка живет и тренируется в Хабаровске. Путь на спартакиаду Рукет начала с краевого первенства, а после зональные соревнования. Первенство спортсменка завершила триумфально, став победительницей турнира. На спартакиаде боксерша провела несколько уверенных поединков и дошла до полуфинала, где уступила опытной спортсменке из Омска. Рукет справа начинай. О, красота! Ой, молодец! Несмотря на то, что девочка занимается относительно недавно, результаты впечатляющие. Родные признаются, бокс Рукет давно полюбила. Всегда болела им. Способности заметил именно папа. Он и тренировал ее вначале. Уже после отдал в секцию, где на фоне остальных она выделялась работоспособностью. А самое главное – техникой. День у спортсменки расписан поминутно. Утром я еду на учебу, с учебы на тренировку, потом домой. Так и заканчивается мой день. Но во время подготовки к соревнованиям у меня бывает и утренняя тренировка, и вечерняя тренировка. Бывает сложно, конечно, совмещать и учебу, и спорт, но учителя мне идут навстречу. Она умудрилась не только хорошо боксировать, но и учиться. Сейчас Рукет Куштова переходит на 3-й курс в колледже. Специальность – конструктор-модельер швейных изделий. Девушка с легкостью придумала, как объединить 2 любимых направления. У меня вот сейчас появилась идея построить свою коллекцию, то есть чтобы именно в женском боксе была своя форма. Да? А какой ты ее видишь? Я ее вижу женственной, милой и красивой. Совсем как наша героиня. Кстати, спортом девочка не единственная увлекается в семье. Самый старший брат Мухаммед Амин на днях получил 1-е место на региональных соревнованиях. Тренеры предвещают ему успешную карьеру. Увлекаюсь видом вольная борьба. Последний раз сейчас был на соревнованиях в Грозном, занял 1-е место. Как прошли соревнования? Что было самое сложное? Финальная встреча была самая сложная. Выиграл со счетом 2-0. Мальчик начинал у меня, начал ходить ко мне в секцию. Он еще был такой маленький, в таком 9-летнем возрасте начал тренироваться. Ну вот в течение нескольких лет я тренировал. Мы посещали разные соревнования, турниры, выезжали, затем они переехали в Хабаровский край, и там он продолжил свою тренировочную деятельность. Ближайшие соревнования у девушки осенью. Этот месяц она планирует провести на родине в кругу семьи. Тренироваться будет с братьями. Они ее и поддерживают во всех начинаниях. Хава Гаиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.